Доброе утро, продолжаем просыпаться вместе. Ну и мне кажется, что для хорошего такого качественного пробуждения особо важен хороший и, главное, качественный, уже, можно так сказать, завтрак. И 8 часов 44 минуты на наших студийных часах – это самое время для того, чтобы позавтракать. В этом убеждены мы. Так вот, традиционные завтраки разных стран мира порой настоящее гастрономическое приключение. Сегодня мы давайте отправимся в Южную Америку. А именно в Аргентину. Это далекая южноамериканская страна и, пожалуй, самая нетипичная из всех стран этого континента. Славится она неповторимой атмосферой, смешением традиций нового и старого света, а также необычным разнообразием рукотворных и нерукотворных достопримечательностей. Вот их вы прямо сейчас видите на своем экране. Да, это страна, подарившая миру страстный танец танго, самобытную культуру южноамериканских ковбоев гаучо и возведенная в абсолют искусство футбола. Она не может оставить равнодушным никого из своих гостей. К сожалению, мы пока гостями там не были, но очень хотим. Визитными карточками страны можно смело назвать и необычный напиток мате, без которого аргентинцы не мыслят своей жизни и, конечно же, завтрака. Все разнообразие аргентинского завтрака можно обозначить одним словом – фактурас. Это общий термин для выпечки, за которой скрывается сладкий и рыхлый мир форм, размеров и вкусовых оттенков. Среди наиболее популярных предложений аргентинские слоеные пирожки – медиалунас. Это сдобная выпечка в форме круассана и в переводе с испанского обозначает полумесяц. Кстати, они так и выглядят. А никто другой не догадался, да? Никакой другой народ. Круассаны, оказывается, медиалунас. Но вот, кстати, обязательным дополнением к завтраку в Аргентине считается бомбас или болос де фрайле, или жареные пончики и чуррос. Сладкая обжаренная выпечка из заварного теста с начинкой из дуэльсе де лече, десерт, который необыкновенно популярен в Латинской Америке. Переводится это название как джем из молока или сладкое молоко. Ну и неудивительно, ведь основные компоненты этого десерта – это сахар и молоко. И все это, конечно же, по вкусу, как вы уже догадались, напоминает наше сгущенное молоко. Дополняет выпечку горячий кофе или мате. Это подобие чая, родиной которого считается Парагвай. Мате – сильный энергетик, который содержит натуральный кофеин. Он помогает проснуться, утоляет жажду и подавляет аппетит. Со всех сторон хорошо. Я бы попробовала. Так вот, для приготовления напитка в специальную емкость, называемую колобаса, засыпает ербу, сухую массу измельченных листьев кустарника. Далее заливают ее горячей водой, вставляют трубочку бомбилью и приступают к чаепитию. То есть так просто в чашку не зальешь и не выпьешь. Трубочка нужна обязательно. И обязательно вот такая чашка. Мы уже с тобой в первой части обсуждали, да, что в сериалах мы это видели в своем детстве. И задавались вопросами постоянно, что же это они такое пьют. А вот теперь знаем ответ на этот вопрос. Доросли, так сказать. Чаек на самом деле они пьют. Но мы надеемся, что вы тоже прямо сейчас этим занимаетесь, пьете утренний чаек, а может быть кофе.